В зимний период усилен контроль за работой коммунальных служб. На случай гололедицы высыпан песок вдоль центральных трасс на спусках, подъемах и оживленных перекрестках. Расчищаются ливневки, выявляются аварийные деревья для своевременного спиливания. Именно такие задачи стоят перед коммунальными службами столицы в зимний период. Зеленому хозяйству были даны поручения, чтобы на этих центральных дорогах, как Эшба, Дзидзария, они проводили работы по выявлению аварийных деревьев, для того, чтобы они во время снегопада не падали на дороги, не повреждали там сети и те же самые троллейбусные освещения. В данный момент такие работы проводятся по Кодорскому шоссе. Они выявляют также деревья, занимаются обрезками этих деревьев и веток. Дальше будут проводиться такие же работы по улице Лакоба, по улице Ардзма и по остальным центральным дорогам. В случае, если осадки в виде снегопада выпадут больше нормы этой зимой, то будет производиться своевременная уборка снега с крыш домов, расчистка дворов. Такая работа проводится вручную, специальной техники у городских служб нет. Это первоочередные задачи домоуправления жилищного управления столицы. Домоуправления, в общем-то, готовы к тому, чтобы устранять какие-то природные последствия природных явлений. Ведь бывает не только снег, бывает не только дождь, бывают еще случаи на фоне прошедшего урагана у нас были сорваны крыши. То есть бывают такие форс-мажорные ситуации, когда приходится мобилизовывать все силы. Уровень напряжения электросети достаточно низкий. Иногда он опускается до 140 вольт, а то и ниже. Специалисты утверждают, что на данный момент нет возможности обеспечить население качественной энергией. В связи с похолоданием нагрузка на электросеть возросла на 12-13%. Было очень много аварий. Буквально за вчерашний день у нас вышло из строя 3 трансформатора. Было 4 кабельных повреждения. Это все, что пришлось нашим сотрудникам вчера делать, ремонтировать, менять, приводить в порядок для того, чтобы подать людям электроснабжение. На сегодняшний день, если говорить о подготовке нашей к осенне-зимнему максимуму для прохождения, у нас создан аварийный запас, небольшой, но он есть у нас. Глава администрации города Дгур Афетович нам помог финансово. Были приобретены трансформаторы новые для замены в случае выхода из строя, находящихся в эксплуатации. Ситуация с обеспечением транспортом населения столицы в зимний период непростая. Ни один руководитель никогда так просто троллейбус, чтобы не работал, стоял в депо, такое не позволит. Мы работаем на благо народа. Этот вид транспорта зависим, могу смело сказать, на 100% от электроэнергии. 4 троллейбуса. В этот день я 31-го не выпускаю до 8 часов. С 8 часов до утра они будут курсировать по всем маршрутам. 1, 2 и 3. Постольку, сколько, более востребованный маршрут, это 1 маршрут. И там 2 троллейбуса будут, а по остальным железнодорожный поселок. И настолько, сколько у нас укороченный маршрут по Маяку, Хубун, рынок, будет 1 троллейбус. И все же, несмотря на всю сложность ситуации, жилищно-коммунальные службы Сухума стараются быть готовыми к зимней непогоде. Во всех муниципальных управлениях сформированы бригады, оснащенные имеющейся техникой. Рената Шакай, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.